Бесский район Карачаево-Черкесии был местом компактного проживания черкесов. Эта благодатная земля влекла сюда людей. И сегодня она наполнена звуками природы, журчанием горных ручьев, пением птиц, завыванием ветра, парящего вокруг средневековой башни Адиюх. Поэзия природы сделала живущих здесь людей прекрасными музыкантами. Местный любительский ансамбль «Редада» известен не только в республике, но и за ее пределами. Участники коллектива любят повторять, что понять душу черкесов легче всего через их национальную музыку, песни и танцы. Гордость, вот это дух гор несет в себе вот эта мелодия, вот этот танец. Люди, они играют не только пальцами, не только головой, но и еще и сердцем, душой. В репертуаре ансамбля «Редада» старинные музыкальные композиции и горские танцы. Среди артистов можно увидеть Азамата Ашибокова, играющего на шикапшине, национальной адыгской скрипке. Друзья и коллеги называют его «наш Страдивари». И для этого есть понятная причина. Наши инструменты – это работа его рук. Сам он тоже является участником нашего коллектива. Свой первый шикапшин Азамат сделал в 2000 году. С тех пор Ашибоков изготовил полсотни вот таких струнных инструментов. Чтобы сделать одну адыгскую скрипку, у мастера уходит месяц непрерывной кропотливой работы. Тут ручная работа. Единственный электроинструмент – это электролобзик, которым я пользуюсь. Выпиливаю вот грубые заготовки. И все дальше все уже ножом режется в основном и наждачной бумагой. Чистота звучания инструментов, которые сделал Азамат, сегодня поражает самых изысканных профессионалов. Но чтобы добиться желаемого результата, мастеру пришлось пройти через множество проб и ошибок. Поскольку литературы по адыгским скрипкам не существует, Ашибоков нашел нужную информацию в трудах итальянских мастеров позднего Средневековья. И изготовили корпус из клена, верх из ели. И вот это сочетание клен и ель, это было придумано еще в XVI веке итальянскими мастерами Андреа Амати. И до сих пор она не поменялась. Лучшего сочетания еще не нашли. Инструменты заиграли, но идеальной чистоты звучания добиться не получалось. Определенная нота попадала в резонанс с корпусом, издавая скрипящий звук, который специалисты называют «волчок». Это такое неприятное явление, что даже при последующем изготовлении инструментов мы боялись произносить это слово вслух, даже вдруг появится. Тоже научились его тоже преодолевать. Оказалось, что толщина вот верхней деки должна быть тоже определенной. Сегодня Азамат Ашибоков признанный мастер своего дела. Его инструменты неоднократно завоевывали призы на различных российских фестивалях и конкурсах народного творчества. Благодаря черкесскому Страдивари Азамату Ашибокову один из древнейших музыкальных инструментов адыгов – шикапшин и сегодня звучит так же, как и много веков назад, наполняя музыку неподражаемым звучанием. Андрей Шелков, Казимир Казиханов, телеканал «Россия» из Карачаево-Черкесии.